Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. В эти дни в Якутске в Институте развития образования и повышения квалификации имени Донского II прошел Международный педагогический форум «Профильное инженерно-технологическое образование», посвященный памяти первого президента республики Михаила Николаева, а также авторские семинары по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ с учителями республики. Наш сегодняшний гость Иван Высоцкий, заместитель председателя Федеральной комиссии по разработке КИМ, ОГЭ, ЕГЭ по математике и автор учебников. Иван Ростиславович, добрый день. Здравствуйте. Рад вас видеть в Якутии. Ну вот хочу начать с главного. Почему математика, она у нас в ЕГЭ разделяется на две части. Профильная и базовая. Мы очень долго к этому шли, и в 2015 году, после того, как была принята концепция развития математического образования, стало уже всем, надеюсь, понятно, что математика бывает разной, потому что все люди разные. И, значит, экзамен тоже должен быть разным, потому что одни люди изучают математику для жизни, это для бытовых расчетов, другим математика нужна больше в профессии, третьи используют математику как творческий инструмент в работе. Это на самом деле, три направления можно разделять бесконечно, и у людей разные потребности в этой математике. И стало быть, школа должна на это реагировать. Нельзя всех пытаться научить одинаково всему. Но вы сказали, в 2015 году пришли к такому По-моему, да, решению. 2015 год. Не, пришли, конечно, вот как специалисты пришли раньше. Но понимаете, разделили что требуется время, чтобы эту огромную инертную систему, так сказать, убедить, подготовить и ввести второй ЕГЭ. Ну вот без малого в следующем году 10 лет исполнится практически. Да. Что показало данное разделение? Что те, кто выбирает, с каждым годом все больше и больше людей выбирает базовый уровень, и это очень хорошо. Это те, кто понимает, что математика им нужна именно на базовом уровне. Они не планируют поступать на технические специальности. Все больше вузов специальностей творческих, гуманитарных, скажем так, готовы принимать выпускников с базовым экзаменом. Это те школьники, которые не мучаются, которые не ищут возможности списать, которые прекрасно понимают, что с их школьным багажом они не рассчитывают на высокие результаты, не собираются решать какие-то безумные задачи второй части профильного экзамена, но они могут честно, именно честно, вот это самое главное, что должно быть в образовании, честность, честно сдать свой базовый экзамен, показав необходимые математические навыки для жизни, для дальнейшей учебы, ну и так далее. То есть это честность. Иван Ростиславович, вот не секрет, что профильную часть математики выбирают в основном те, кто поступает на технические специальности, инженерные, математические. С какого класса лучше готовиться, если ты хочешь сдавать профильную математику? Все люди разные, поэтому такого универсального ответа нет. Ну, педагоги, даже не математики, а педагоги, специалисты по возрастной психологии, физиологии считают, что становление вот такое ментальное, да, становление логического мышления — это где-то 7 класс, конец 6. Вот я считаю, что не зря же у нас математика, как делится на алгебру, геометрию, превращается из сборника правил в какие-то теоремы, это 7 класс. Видимо, вот это и есть время, когда нужно заниматься посерьезнее, и это, видимо, время, когда нужно начинать думать о будущем хоть как-то. Ну вот мы начали думать о будущем, близится 11 класс, выпускные, экзамены в том числе. Какие советы можно дать, вот вы как опытный специалист в этом деле, как правильно подготовиться к ЕГЭ? Решать задачи. И только? Да. То есть здесь никакие хитрости не решают, только практика натаскивания? Нет, почему натаскивание? Решать задачи. Не вот натаскиваться. Вот самая ошибка серьезная, с моей точки зрения, когда мы за год до экзамена закупили книжки какого-то замечательного издательства, и там вот вариант 1, 2, 3, 4, 5, и мы их прорешим. Понимаете, вот вы прорешали один, разобрали его, потом повторили на втором, закрепили на третьем, написали 4-й на зачет, на 5-м поработали над ошибками. Ох, вы научились решать задачи. А вы, на друзья экзамене мои, попадает 6-й. Да, нет, не 6-й, а другой. Вы научились решать задачи прошлогоднего экзамена. Нельзя, варить варенье с прошлогоднего снега. Нужно просто изучать математику регулярно, пусть понемножку, систематически, загружая голову. А варианты подготовительные использовать иногда как контроль. Вот это, посмотрите, на каком я уровне? Это вот некоторый измериметр, термометр. Но термометр — это не таблетка, вы же не будете им лечиться.
То есть никакой зубрежки, никаких шаблонов. Зубрежка, шаблоны, теоремы, задачи это и есть учеба. Это и есть постоянная работа школьная, решать задачи. Но нельзя, напротив, ограничиваться. Вот что у нас есть в банке ЕГЭ, то решим, остальное не будем. Авторы, они же такие хитрые, они что-нибудь еще дадут. Иван Ростиславович, а что делать, если не дана математика? Идти на базовый. Ну, если вы точно знаете, что не дана, то, конечно, идти на базовый, потому что там задачи те, которые должен решать любой человек, чтобы просто нормально жить в этом обществе, чтобы его... это на следующий вопрос. Ну, тогда давайте все-таки поговорим про контрольно-измерительные материалы, которые составляются. Вот вы упомянули, что закупаются тоннами. Действительно ли они эффективны? Не знаю. Наверное, молоток эффективен? Эффективен, если его использовать на гвоздь. Я сам ответил на свой вопрос. А вот если говорить о подготовке современных детей, безусловно, те школьники, которые были 5 лет назад, когда выпускались разные методологические учебники, они же совсем другие. Как к ним сегодня подходить? Что значит совсем другие? Допустим, мое поколение по-другому изучало математику. Поколение чуть младше, у них начинается математика ментальная, с первых лет. Слушайте, ничего такого не происходит. И ментальная математика, это просто по-другому называли устный счет. Что вы в самом деле? Ничего за последние 2000 лет не изменилось. Дети не меняются. Да, я уверен, что со времен Сократа, который жаловался на то, что молодежь стала хуже учиться, не слушать старших, и вообще они перестали, что-то еще такое, ничего не менять. Это биологический процесс, понимаете? Ничего с этим, к счастью, сделать нельзя. А вот то, что дети живут в цифровом мире, в современном? Во времена Сократа как раз появилась письменность такая, тоже стали жить в таком чернильном мире. Да, мир меняется, мы к нему приспосабливаемся, мы гибкий биологический организм, слава богу, но таких слава богу, глубинных изменений нашего сознания, чего-то еще, видимо, не происходит, и это счастье. Иван Ростиславович, если мы уже говорим про различия детей, дети в крупных городах и дети в глубинке как-то отличаются? Да, в глубинке дети серьезнее. В каком плане они серьезнее? У них, я очень много встречаюсь с ребятами в малых городах, еще реже, правда, в селах, потому что, как правило, я приезжаю все-таки в города, в областные региональные центры, но приезжают учителя из очень разных мест, в частности, в Якутии, из удаленных улусов. И Институт развития образования в этом плане замечательное место, потому что он действительно организует работу с учителями из самых-самых далеких мест. Из Русского Устья, из каких-то таких поселков, про которые на карте я пытался найти, там не рассмотришь. И эти люди приезжают сюда и работают. И они рассказывают, какие у них дети. У них дети серьезные. Они там... с оленями ушли в тундру, а потом пришли и учатся. В Москве, к сожалению, негде пасти оленей, да и оленей-то нет у нас. А в каком-то смысле, конечно, московские дети более избалованы. Что касается учебы, что касается отношения к учебе, это очень индивидуальный момент, он не зависит практически от географической местности, от широты и долготы. Я, насколько знаю, вы еще являетесь автором учебника по теории вероятности. Для чего? Вероятностей. Да. Математику не учил в школе. Для чего изучать этот предмет? Мы живем в цифровом мире. Мы живем в мире массовых явлений. И так же, как, допустим, 100 лет назад было очень актуально анализ, потому что нужно было инженеры, которые делают большие быстрые паровозы, кулачковые механизмы, шатунные кривошипы, это все было очень подшипники, важна гладкость, важны производные, важно, чтобы все это... Точно так же мы сейчас нуждаемся в людях, которые разбираются в массовых явлениях. И это важно не только на уровне специалистов, когда вы берете кредит, когда вы отдаете кредит, когда вы думаете вакцинироваться, не вакцинироваться, когда вы думаете, какие пробки, а пойти ли в магазин, вы решаете задачи массового обслуживания. И представление о статистической устойчивости, о шансах событий в массовых явлениях просто жизненно необходимо для современного человека. Это во всем мире меняется запрос к школьной математике. А если говорить о цифровом современном мире, вы согласны с мнением, что в наших реалиях периодически уже отпадает потребность в логическом мышлении? А вам телефонные мошенники никогда не звонили? Я не беру незнакомые. Они звонят? Скорее всего, звонят, но я знаю про прецеденты. Вы знаете про прецеденты. Когда человеку звонит телефонный мошенник, он пользуется современными цифровыми технологиями. И если у вас нет логического мышления, вы отдадите деньги.
логическое мышление приобретает как раз очень особую значимость тогда, когда мы вынуждены соревноваться с разумом, усиленным компьютерными технологиями. Вот, наверное, 100 лет назад логика не так нужна была, как она нужна сейчас, потому что иначе, ну вот я привел пример с мошенниками, но как Иван Валерьевич говорит, да, чтобы не стать совсем идиотом, тебе нужно в каком-то смысле соревноваться с искусственным интеллектом. Я надеюсь, что искусственный интеллект и естественный интеллект будут решать разные задачи, помогая друг другу, но чтобы точно не остаться позади, нам как раз очень нужно логическое мышление. Иван Ростиславович, мы с вами немножко поговорили до эфира. Вы не первый раз в республике. Как оцениваете уровень подготовки наших учителей математики? Я не оцениваю уровень подготовки. Я могу сказать, что учителя очень мотивированы. Не моя задача оценивать уровень подготовки учителей. Для этого есть специальные органы, которые этим занимаются. Мне приятно и интересно работать с учителями республики, потому что я вижу людей, зараженных общей идеей. Давайте сделаем хорошо. Кто-то из них хуже знает математику, но лучше работает со школьниками, кто-то наоборот. Но я ни разу, вот сколько лет я работаю, наверное, уже с 9-го года встречаюсь регулярно с учителями республики Саха. Это и якуты, это и юкагиры, это и русские, и вот в Нерюнгри, в основном там уже более, так сказать, более русскоязычное население. Это люди, которые хотят одного — учить математике. Они хотят всех научить. Говорят, ребята, человек нельзя научить, человек может только научиться. Ну как же так? Мы хотим, мы хотим. Вот это удивительное свойство, которое присуще далеко не всегда и не везде, и не всем. А здесь я не видел людей, которые мыслят иначе. А каким должен быть хороший математик? Математик ленивым. Ленивым? Ну, потому что если бы я не был ленивым, я бы стал водителем автобуса. Представляете, работа какая, ты сидишь, все на тебя смотрят, у тебя большой руль, мужская, настоящая работа. Но а я ленивый. Как это, тяжельше карандаша в руках, что называется, не держал. Ну, математик должен быть ленивым в каком-то смысле. Лень, любознательность и в каком-то смысле небрежение препятствиями. Потому что если я хочу решить задачу, меня совершенно не волнует, что кто-то там доказал, что она не решается. Это я знаю. Я знаю, что эту задачу нельзя решить. Меня интересует, как ее решить. Это не моя фраза, это Стругацких. Она очень точно описывает вот мышление математическое. Ну, знаем, простой пример. Х квадрат равно -1. Да? Если бы это уравнение нельзя было решить, не появились бы комплексные числа. Кто-то сказал, ну, я знаю, что оно не имеет решения, но я хочу его решить. И решил. Иван Ростиславович, я только могу присоединиться к вашим словам и к вашим цитатам. Я уверен, что нас ждет интересный сезон экзаменов. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, я надеюсь, нас ждет обычный сезон экзаменов, вот, и ничего сильно интересного мы там... Но, тем не менее, он будет успешным для... Да, успешный. Пусть он будет успешным для всех. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Да, всего доброго. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.